В России необходимо ввести государственную монополию на самые потребляемые товары. С такой позицией выступил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Владимир Жириновский. Подробнее в сюжете Дарьи Филитовой. В стране 2/3 производимой продовольственной продукции либо полностью иностранного производства, либо из иностранного сырья, либо изготовлено на иностранном оборудовании, считают в ЛДПР. Крупные торговые сети и производственные сельхозпредприятия полностью или частично принадлежат транснациональным корпорациям со штаб-квартирами в Западной Европе или США. Это не только ненормально, но это опасно. Потому что это продовольствие, лекарства. И это все мы должны сами производить, хотя бы с точки зрения, чтобы не попасть в ситуацию, когда они прекратят поставку продовольствия. По мнению Владимира Жириновского, сложившаяся ситуация несет прямую политическую и экономическую угрозу для нашей страны. У нас нет ни одного государственного магазина, ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках, а внутри частного сектора все в руках иностранцев. Все заводы в их руках. То есть небольшие налоги они здесь платят, а основная прибыль уходит туда. Слушайте, вода наша, сырье наше, рабочее наше, все наше. Марка наша, а деньги туда. В партии считают необходимым ввести государственную монополию на самые потребляемые товары. К ним относятся прежде всего сахар, алкоголь и табак. Давайте национализируем. Я вас уверяю, 40% бюджета. Мы забудем про доходы от нефти. Продовольствие будет основной доход. Либерал-демократы считают, основная доля в компаниях, занятых производством продуктов питания, должна принадлежать российским гражданам.